Испытано на себе. Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас этим жарким, солнечным летним деньком. Что же такого есть в коротком якутском лете, что задевает каждого участника, каждого жителя, каждого присутствующего в городе Якутске в окрестностях? Конечно же, это такое мероприятие, как сенокос. И если эта традиция для тех, кто живет и уезжает в деревню, становится целым обрядом ежегодным, то для нас, городских жителей, сенокос превращается, может быть, в такое своего рода хобби, небольшое увлечение, в частности, покос травы на дачном участке, на садовом участке или во дворе частного дома. Проходит быстро, интересно, и сегодня как раз мы попробуем, насколько сложно косить траву, а поможет нам в этом знаменитый потомственный сенокосчик Евгений. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пару слов, чем мы сегодня будем заниматься и что предстоит испытать на себе. Ну, сегодня мы попробуем обработать участок, значит, клиента, Так. частный дом, и сегодня как бы покажем работу со сложным участком, когда участок заросший, то есть покажем все эти прелести и расскажем людям, что это за профессия такая. То есть практически с джунглями вот этими травяными мы будем сегодня с вами бороться, получается. Сразу же такой вопрос. Давно ли вы занимаетесь этим искусством и насколько это сложно, насколько много времени это отнимает в жизни? Ну, занимаюсь уже я 3-й год, так как работаю я учителем в школе. Ну, учителя в летнее время все тоже как-то самозаняты, кто чем занимается, кто ногтями. Свободное время, чем, так сказать. Ну, я выбрал для себя вот такой вот, как бы, небольшой метод заработка в летнее время, в время отпуска. Ну, и, как оказалось, услуга востребована. Замечательно. Ну да, то есть у нас трава в Якутске растет короткое время, но довольно быстро и активно, и за лето вырастают буквально, ну вот местами я видел по пояс, может зарасти, поэтому эта услуга, эти сервисы, я думаю, очень востребованы. И как раз сегодня начнем испытывать на себе сенокос. Испытано на себе. Да, когда мы испытываем на себе какие-то сложные, опасные, необычные профессии, специальности, в первую очередь мы говорим о технике безопасности, потому что безопасность – это основа любой, на первый взгляд, даже самой простой работы. Жень, расскажи, пожалуйста, вот что входит в безопасный минимальный комплект газонокосильщика, как им пользоваться, что нужно учесть? Ну, во-первых, как бы первое, что необходимо, это, во-первых, средства индивидуальной защиты, то есть можно купить обычный костюм, который используют медики, который используют автопокрасчики. Это делается для того, чтобы, значит, избежать, ну, как бы простых, хотя бы банальных укусов клещей, потому что они тоже могут добавить, скажем, ну, неприятных, да, моментов. Да, безусловно. Комары, мошки, это каждый обыватель города Якутска знает, что это присутствуют у нас такие товарищи. Вот. Дальше. Глаза. Так как когда работаем, значит, мы триммером, мы должны быть готовы к тому, что полетит все в лицо. Потому что у него идет обратный вращательный момент, и за счет этого момента все, что попадается, значит, под леску, оно летит по такой вот диагонали вверх. То есть не только трава, но и все, что на земле. Да, все, что на земле, игрушки, камни, значит, все, что угодно может прилететь в глаза, в лицо, поэтому, ну, это неприятно. Просто обычные очки, которые закрывают хотя бы глаза. Так. Вот, дальше. Обязательно, если мы работаем в жаркое летнее время, какой бы ты ни был там выносливый, молодой, никто не исключает факта того, что можно перегреться просто банально. Поэтому нужна какая-то накидка на голову. Вот. Ну и я вот предпочитаю работать в кроксах, даже если, например, там водяной участок, я не боюсь всего этого, потому что мне важно, чтобы ноги, первое, что устает, это ноги. Но постоянно это стоячая работа, по сути. Это, можно сказать, такой замена, альтернатива спортзалу хорошая. Вот. И сегодня мы еще и позанимаемся спортом, получается. И этот кроксы как нельзя, кстати, подходят именно по плане удобности и так далее, удобства. Но как бывают сложные участки, вот, допустим, бывают участки, когда ты ходишь по пояс в воде и скашиваешь просто вот камыши. Над водой, грубо говоря, получается. Да. Ничего себе. Ну, это уже другая сложность работы. Ну, это специфическая какая-то, да, там, уровень эксперт, что называется. Ну, и потом гвозди, на которые можно наступить, тоже это все может быть.
Вот. Собаки. Тоже Куда же может без быть. этого, да, агрессивно настроенные. Бывает и такое. Шум, Да. косилки. Вот, Жень, вот такая экипировка, она вполне подойдет? Она прямо Есть идеально подходит, Идеально. потому что она, во-первых, защищает и Так. ноги, кожный покров, эпидермис, и самое главное, ну, придает рабочий настрой. вид, да. То есть каждая профессия имеет свою профессиональную экипировку. Так называемый дресс-код. Евгений, скажи, а ты смотрел фильм «Газонокосильщик», который вышел много-много лет назад? Да. Вот как бы Смотрел. себя отождествляешь, Ну, как ассоциируешься? В плане того, что фильм содержал именно, познакомил нас впервые с виртуальной реальностью. Да, один из первых фильмов. Да, как бы актуализировать именно фильм можно было бы именно по VR, как бы, технологиям. Ну, а так парень, конечно, да, видать, проблемы у него в жизни есть. Да, парень к успеху шел, Ушел к что успеху, называется. Но сегодня мы с помощью телевидения немножко окунемся в эту виртуальную реальность. На самом деле реальность будет самое что ни на есть суровая, жаркая, якутская, рабочая. Испытано на себе. Ну что ж, мы готовы начать. И, конечно же, в первую очередь нужно посмотреть, как это делают профессионалы. Евгений уже облачился в свою защитную экипировку, взял в руки мотокосу. Это бензокоса, да, если я не ошибаюсь, работает на бензине. И сейчас он покажет мастер-класс. Посмотрим, как это происходит на самом деле, как нужно правильно ее держать, заводить, с какой стороны подходить к траве. Да, казалось бы, простые вопросы, но тем не менее, если ты городской житель и решил покосить траву у себя на дачном участке, то эти базовые знания, они пригодятся. Итак, смотрим. Ну, значит, специально на участке я оставил два места, сложное и простое. Начнем, наверное, с сложного, да, покажу. Сложность заключается в том, что участок не косили в этом году вообще. И посмотрите, если присмотреться, трава лежит 2-3 слоями, и немножко она еще влажноватая. Поэтому с такой травой приходится работать триммером, то есть леской. Она, получается, шинкует траву, а с другими объемами можно работать диском. Ну, давайте приступим, я покажу. К траве лучше подходить с удобного момента, с удобного места, чтобы хорошо ее подхватить. Ну, примерно вот таким образом получается. Испытано на себе. Затратилось буквально, ну, наверное, от силы минуты 4. Наверное, да, буквально несколько минут. Да, и смотрите. продвинулись мы на 2 метра примерно. Ну, если как бы подсчитать, то на вот этот участок уйдет, наверное, может, по времени, ну, полчасика, может, уйдет. Если бы она была по суше, например, ушло бы Было минут бы 15. легче гораздо. Да, Ну, намного быстрее. да, смотрите, друзья, вот трава, она действительно влажновата, и вы видите, как просто на кожухе, на самой вот штуке такой налет из травы, так сказать, раптор, да, травяной, потому что трава влажная, и она попадает на все части, и быстро достаточно засыхает, но здесь она вот в виде такой кашицы образуется. Жень, а вот максимально сколько может один человек скосить травы за рабочий световой день? Вот участок сколько соток? Ну, В практике, здесь, может, допустим, было. из практики так, скажем, ну, условно 3 рандомных участка, каждый из которых, скажем, ну, там, в среднем по 8-10 соток, это уходит примерно, ну, 1,5-2 часа работы. Если, скажем, он, опять-таки, повторюсь, если он сухой, Удобный для да, покоса. удобный, да, за ним, допустим, следили, в начале лета один раз прокосили, это участок из категории легкий. А есть вот подобные участки, где приходится, ну, как бы, клиенту угодить, потому что клиент должен всегда прийти и как бы, ну, улыбнуться. И сказать: вау, ничего да, себе, как вот хорошо это да. пахнет травой, как хорошо хорошо, здесь да. чисто стало, да, дети гуляют и так далее. Это как бы клиент должен радоваться, когда
должен, ну, результат Ну работы. да, и тебе приятно уже от результата Да, выполненной работы, да. когда человек пришел и просто он Абсолютно благодарит верно. от чистого сердца, видит, что результат есть. Супер, здорово. Ну что ж, я думаю, пора начать, приступить к испытанию на себе. Напомню, это программа «Испытана на себе», НВК «Саха», Якутия-24, Евгений Никифоров, и сегодня я в роли газонокосильщика. Испытано на себе. Вы делаете возвратно-поступательное движение слева направо, потому что триммер должен скашивать как бы большое количество травы в минимальный срок. Ну То есть да. ваша задача такая. Да, то есть экономить движение, так Да. сказать, оптимизировать. То есть это такими полукругом, полумесяцем. Да, и будет. постараться поменьше устать, потому что от вашего общего настроя зависит ваша продуктивность. Да, постараться поменьше устать, это достаточно актуально. Так. Посмотрим сейчас. Вот даже, смотрите, на очки попало немножечко травы, нужно их протирать. Это говорит о чем? О том, что в глаза, в лицо может прилететь множество разных травяных ошметков, и действительно очки самые базовые, они необходимы. Так, мы одеваем Так, очки. это у нас жилет газонокосильщика. Газонокосильщика, да, так. Обалденно. Класс. Тут немножко у меня с работы Так. рабочий инструмент немножко пришел в небольшую негодность, но я его поменяю. Извините за внешний вид. Так, стягиваем Так. лямки, чтобы был каркас небольшой прочности. Нет, это, Да, это вот, вот да, сюда. это пояс, да. Вот так вот. Вау. Так. Я вам ее заведу. Так, здесь есть крепление, чтобы она не постоянно была нагрузка на руки, а чтобы еще был подвес. Ага. Так, ну что ж. Гашетка. Оп, сейчас, Ага, секундочку. ага. Гашетка, значит, вот, Вот она это? газа, да. А это? А, это нет, можете не нажимать. Ну, Ага. то есть Ну, то есть нажимаете, оно да, автоматически. Ага. Попробуйте. Вау, ничего себе. Кажется, что что-то из космических технологий. Ну что ж, это легкий участок, мне доверили начать с него. Я думаю, что мы освоим его и дальше перейдем на более сложный. Итак, поехали, друзья. О! Фу, так, теперь чувствуется, да, это такой, как бы должен быть в ритме танца проход здесь. Да. Возможно, около забора я не скосил, потому что не понимаю радиус действия. Поближе к забору, если подойти, ничего страшного? Нет, Или, может быть, я уже какие-то ошибки? Я сейчас объясню. Ага. Пока давайте Так, глушим ее. Глушится она вот так. Все. Ух ты, ну прям управление, как на мотоцикле. Итак, первые метры, первые несколько метров пройдено. Причем мастерски вы это сделали. Ну, Прямо это если- вот я смотрел, да. Для Один раз человека, который никогда этим не занимался. Вау, мне да, кажется, это вообще классно круто. получилось. Итак, Жень, может быть, были какие-то у меня ошибки, может быть, какие-то твои пожелания, рекомендации к работе? Да, смотрите, когда работаете, ваша задача сделать так, чтобы топливо, которое у вас остается для работы, оно было, скажем так, равномерно распределено, так чтобы вам хватило. Да? Для этого мы, делаем всегда, гашетку газа давится не полностью. Мы не газуем да, сильно, не газуем да. сильно. Мы делаем это, скажем, если чем реже трава, вот, например, как здесь, да, можно делать полуоборота, то есть чтобы он сильно не напрягался, и ему этого будет хватать, чтобы скосить это, То есть не обязательно газ в пол для да. того, чтобы справиться вот с Да, таким. Да, понятно. Когда вот мы на сложном участке, вот тогда, да, там Тогда уже уже можно будет максимально. подбавлять да, обороты и чуть-чуть плавнее, чуть-чуть нежнее. У вас хорошо получается, но чуть-чуть надо рассчитывать, как вы правильно сказали, радиус лески. Да. Леска не должна соприкасаться, стараться не соприкасаться с этими с препятствиями. Вот. И когда, леска не соприкасается с каким моментом, она, соответственно, тоже остается дольше служить вам и, соответственно, дает вам Реже шансы. требует замены и больше проработать на одной Да. леске, так Да, сказать, да, можно. абсолютно верно. Ага, прекрасно. Да, просто поначалу, конечно, нужно почувствовать именно момент газа, потому что все-таки хочется вдавить газ в пол, чтобы она там просто раскидывала траву пополам всю. Но, тем не менее, да, видимо, для редкой поросли такой нужно как-то экономить горючее. Да, мы знаем, что топливо все-таки вещь не дешевая, и чем больше мы сэкономим топлива, тем больше мы сможем обработать площадь. Что ж, итак, попробуем сейчас использовать рекомендации Евгения. Работаем в полоборота, ну и двигаемся более плавно. Это будет похоже на школу танцев. Так.
Ну, можете вот это. Да, вот в принципе начнем прямо отсюда. Да, вот смотрите, газа чуть поменьше, но трава все равно скашивается. Да, действительно, газ это очень чувствительная кнопка, и она работает полоборота тоже. Вот, смотрите, здесь какие залежи травы просто. Вот, сейчас мы выкосим вот этот вот клочок. Вот так. И вот здесь вот нужно покосить, потому что вот здесь нужно немножко больше газа дать. Вот, и вот здесь. Ну что, Евгений, испытали нирвану работы? Да, вот в какой-то момент начинаешь постигать дзен, и это уже не трава перед тобой, а как будто полчища каких-то врагов, с которыми нужно непременно сразиться. Что-то в этом есть, когда улавливаешь вот именно эти движения, и ты просто можешь, по-моему, бесконечно работать, просто останавливать либо забор, либо что-то еще. Да. Жень, а вот доводилось тебе ручной косой обычной косить, и насколько преимущества современной техники очевидны перед вот, ручным трудом? Косой приходилось один раз поработать, но, скажем так, коса – это инструмент для именно истинных, оригинал, для ребят то есть оригинал. это тру-сенокосчики Да, которые работают. тру-сенокосчики, у которых это не заработок, это просто часть их жизни. Потому что у каждого из них это задача накормить коров так, чтобы у них было мясо зимой. Вот. А с точки зрения практичности, я думаю, все-таки лучше подойдет именно мототехника подойдет, потому что здесь в частных секторах ты работаешь посреди построек, Да. и не совсем удобно было бы работать классическим способом. Лучше приходят на помощь триммеры и диски. Ну, несмотря на расходные материалы, на топливо, на масло, на леску и так далее, именно вот практичность и удобство работы среди надворных построек, конечно, имеет огромное значение. Верно. Ну что ж, здорово, сейчас я немножечко передохну. На самом деле действительно устают в первую очередь руки, с непривычки скорее всего, потому что это нетипичные движения для рук, то есть это вам не на компьютере клацать по клавиатуре. Это все-таки, да, нужно в какой-то мере держать мотокосу, направлять ее, хотя специальная застежка, вот как вы видите, она пристегнута карабином, дает возможность не в полный вес ее ощущать. То есть она, по сути, висит у тебя на поясе, ты только просто направляешь. Но, тем не менее, специфика движений такова, что нужно, да, руки немножечко напрягать. Очень понравилось управлять ей как вот, механическим устройством. Это прям что-то сродни, не знаю, с бензопилой, с мотоциклом можно с каким-то устройством можно сравнить. Это здорово, когда ты чувствуешь, что вот одно нажатие добавляет сразу мощности, и оно летит в путь. Сейчас я немножко передохну, и мы попробуем покосить сложный участок, друзья. Испытано на себе. Сейчас мы на процессе заправки инструмента. Инструмент у нас, значит, с мотором, как вы знаете, и подобные моторы, значит, просто в них бензин не заливается. В них заливается обязательно масло, миксуется с бензином с консистенцией 1 к 10. То есть один мерный колпачок на,
скажем, ну, литр бензина. Вот, он у меня уже подготовлен. Здесь мы, значит, открываем мерный крайник, отсек для залива. Долили. Обязательно не курить в присутствии вот этого процесса, потому что все может быть, техника может сгореть. Ну и ты находишься на травянистом участке. Техника безопасности по пожарной, ну пожарная техника безопасности обязательно должна присутствовать. Без этого никак, потому что может случиться непоправимое. Так. Приступим к сложному участку. Ну что ж, приступаем к сложному участку. Стегиваемся. Так, так, где у нас очки? Куда-то я их... Так, вон они, все, вижу. Без очков, друзья, ни в коем случае, потому что уже буквально за первые метры стало понятно, что трава летит очень сильно, и глаза нужно защищать обязательно. Глаза надо беречь. Работа идет. Евгений. Вот я слышу аплодисменты зрителей. Что ж, здесь хочется сказать, что действительно участок сложный. Вот как Женя и говорил, трава прямо, она здесь немножечко спрессована. И получается, что ты косишь как будто бы лежащую траву. Плюс она здесь мне показалась влажная, несмотря ни на что. Да. То есть здесь присутствует какая-то влага. И вот это все, оно летит прямо тебе в лицо. То есть немножко можно покушать травы, если кто-то проголодался и вегетарианец. Но в целом это захватывает. Слушай, это прям такой драйв. Как считаешь, можно мне подрабатывать потихоньку? Я считаю, что нам с следующего года надо уже в бригаду просто вливаться. Испытано на себе. Жень, вот ты говоришь, это большей части хобби в свободное время. А расскажи, чем ты занимаешься в обычной жизни? Ты сказал, что преподаешь, вот где, что, кому? Ну, в общем, в обычной жизни я простой учитель, школьный, городской учитель, учитель английского языка. Вау. Вот, работаю в 30-й школе под руководством Ирины Сергеевны Бурцевой. Вот, хороший коллектив. Всем моим коллегам огромный привет передаю. Скоро мы увидимся. Не расстраивайтесь. Слушай, а не было мысли в учебную программу на уроке технологии вот что-то такое вывести старшеклассников, показать, как работать косой? Ну, почему бы нет вот, в качестве практики? Ну, если руководство школы к этому пойдет, я буду всецело открыт, чтобы помочь с этим делом как-то, ну, показать. Одно время даже была идея школьников каким-то образом трудоустроить. Да. Потому что подавляющее количество девятиклассников, они уходят в колледжи, получать рабочие профессии. Но я думаю, как бы в этом ключе хорошо подошло бы именно большое как бы мастер-класс или какой-то, чтобы показать. Конечно, то есть это такая основная, как бы, основное умение, основная суперспособность, скажем так, да, которой должен любой, в общем-то, уметь пользоваться газонокосилкой. Потому что действительно сейчас много людей живут в частных домах, на дачах, даже просто приехать к другу покосить, это, ну, должны быть какие-то навыки. И мне кажется, что действительно, если старшеклассники будут в этом направлении двигаться, интересоваться с помощью преподавателей, то они получат прекрасный жизненный урок, такой же, как столярное ремесло, может быть, слесарное. Мужчина должен хотя бы что-то уметь дома, минимально, там, гвоздь прибить, как в советское время нас учили. Что-то выпилить, что-то сделать, что-то как бы сотворить руками, что-то вот именно прикладное уметь должен. Ну, чтобы жизнь приняла тебя уже подготовленным, чтобы выйти с какими-то умениями с элементарными. Мы стараемся в каждой нашей передаче, связанной с какими-то рабочими профессиями, с интересными специальностями, показать то, что человек, ни разу не пользовавшись, например, мотокосой и какой-то там массой других видов техники, мог взять, начать работать, выяснить, что это не так сложно, это с помощью, с подсказками доступно каждому. И, в общем-то, вообще в целом физический труд, он облагораживает человека, как мы знаем, в том числе и такой непростой, казалось бы, труд газонокосильщика. Испытано на себе. Итак, в действии работа диска от маэстро Евгения. Смотрим.
Ребят, смотрите, как здорово, ловко и быстро, и главное, бесшумно происходит работа с этим самым металлическим диском. То есть, мне кажется, это прямо такой вот что-то вроде лайтового покоса, либо просто это так выглядит со стороны. Это Но выглядит- выглядит со стороны. Сейчас мы испытаем, как это на самом деле в руках. Но сразу хочу сказать, что шума гораздо меньше. Это Меньше. раз. И мне показалось, как-то он более ровно, может быть, да, идет покос. Хотя вот элемент забивания травы тоже есть. Сейчас посмотрим. Ну, судя по тому, что Евгений запыхался, мне кажется, это... Ну, хотя у него темп все-таки, профессиональный темп, да. Мы, газонокосильщики, стараемся не напрягаться. То есть нам важно, чтобы получать удовольствие эстетическое от работы. Но когда время поджимает, сроки обозначены, то нужно работать очень быстро и тщательно. Что ж, переходим к диску. Сейчас я им вооружусь и покажу вам, как... Небольшая аннотация, Жень. Так, Ага. слушаю. Так как это диск, и он победитовый, то есть он очень прочный, при работе надо соблюдать, значит, траекторию скоса. Так, Ага. здесь поподробнее. Траектория скоса, вот вы, наверное, обратили внимание, что я начал скашивать ближе к забору. Да, Потому что когда диском работаешь, вы видите, да, он скидывает все по полосам. да, верно. Вот. И чтобы просто не запутаться в скошенном объеме уже, который лежит, надо работать именно по траектории вот такой вот. То есть сначала каемка, и постепенно мы То подходим есть к центру. нельзя, вот, например, идти полосами, как комбайн в случае Да, с косилкой, потому да. что вот этот Так отвал просто травы, удобнее. так сказать, он... И деревенские работают именно таким способом. Чтобы не попадать вот в эти свежескошенные снопы. Не грубо только. говоря. Вот сейчас, когда вы, Евгений, вы пойдете, Мгм. вы увидите, что за вами осталось две полосы. Ага, Две полосы скошенной травы. травы. Именно это и является конечным результатом у деревенских. Они же скапливают Да, быстрее, да. Их нужно быстро-быстро собрать. накопить, Да, да, всё верно. краткий срок тоже. Вот. Классно. Вот видите, какие мелочи нужно соблюдать, нужно учитывать при работе с травой. То есть, казалось бы, что может быть проще? Взял и коси себе траву. Нет, всегда есть нюансы, впрочем, как и в любой работе. И именно этим нюансом, как раз вот этими нюансами Евгений делится с нами и с вами, наши дорогие И зрители. самый последний Так. момент. При работе с диском надо всегда уметь пользоваться своим периферическим зрением, так как можно ненароком кого-нибудь поранить, кого-то порезать нечаянно, потому что это уже не леска, это уже, как бы, можно сказать, нож, и он может нанести большой вред плоти. Вот, поэтому нужно всегда быть начеку, когда работаешь с диском. Испытано на себе. Вообще, действительно, одно из, наверное, таких негласных правил, это когда ты перед покосом обошел территорию, да, то есть вот можно пройти прогуляться, потому что высокая трава, и в ней, может быть, не видно каких-то препятствий. Вот здесь у нас, например, казалось бы, вроде бы трава травой, но здесь присутствуют грядки, и эти грядки, вот они здесь, они прямо спрятаны в траве, огорожены досками, и не дай бог попасть леской или, что хуже, диском на эти грядки. Вот их просто не видно, пока ты не подойдешь вплотную, ну, либо не наткнешься на них ногой. Таким образом, важно убедиться в безопасности вашего фронта работ. Исключить грядки, камни, детские игрушки, может быть, не дай бог, мелких домашних животных. Очень трепетно относятся хозяева к кустам, к ягодным, каким-то культурам. Это все лучше сперва визуально осмотреть, разведать, наметить свою траекторию. Вот как мы сейчас с Евгением наметили наш, так сказать, путь газонокосильщика. Путь газонокосильщика звучит как какой-то фильм. Философский. И, да, и в дальнейшем уже приступать, не боясь, что вы напоритесь на что-то иное. Итак, пробуем диск. Давайте. Так, скоро, наверное, я уже эту с закрытыми глазами Да? обвязку начну надевать. Она настраивается индивидуально, прям это очень добавляет комфортно при работе. Сейчас мы заводим косу. Осторожно. Осторожно, да, пристегиваемся к ней. Оп.
и выходим на нашу траекторию. Смотрите, диск выглядит очень-очень прям опасно. Это действительно, ну, в какой-то мере, может быть, травматичное орудие, но, тем не менее, работа есть работа. Пробуем. Евгений, здесь на каком положении газ? Диск тоже в половину оборотов или Здесь чуть-чуть меньше даже? можно в половину оборотов, диску достаточно. Достаточно? Да, можно сильно не нажимать, он скашивает все. Окей. Вау. Вау, вау, вау. Здесь какое-то достаточно сложное место. Тут попалась прям трава спрессованная. Можете, ничего страшного, можете просто подойти к этому месту и начать также с этой стороны. С той стороны, например, да? абсолютно никаких проблем. Да, смотрите, вот как раз о чем говорил Евгений, у нас остается по двум сторонам две полосы скошенной травы. Такая дорожка. Сейчас мы немножечко перейдем и начнем. Здесь у нас грядки вот там. И начнем. Здесь чисто нормально, можно идти. Все, отлично, продолжаем отсюда. Война с инопланетянами, с нашествием зомби-растений из другой галактики продолжается. Смотрите, мы их выкашиваем под корень. Летят инопланетянские головы. Орды врагов испаряются, исчезают. И вот мы проходим очередные метры и добираемся до нашего с вами финиша. Это до кустов, до деревьев, которые скашивать нежелательно. Вот эта работа, это просто работа мечты. Свежий воздух, физические нагрузки, запах свежескошенной травы. В моем случае это еще и прекрасная, приятная компания. А вот если еще добавить в ушки прекрасную музыку, Жень, тогда, наверное, коэффициент КПД увеличивается. КПД, да, увеличивается прям однозначно. Что ж, друзья, супер. Испытано на себе. Дарт Вейдер выходит на тропу покоса. Ну что ж, друзья, если вы где-то во дворе у соседей услышите вот этот звук, который ни с чем невозможно перепутать, звук мотокосилки или звук электрической косцы, знайте, что кто-то где-то работает, делает участок соседей или, может быть, ваш собственный чище, лучше, краше. Ведь лето – это такой короткий момент, когда нужно успеть все. И построить дом, и облагородить участок, и скосить траву. Сейчас мы видим, как быстро, ловко это все происходит.
Пользуйтесь моментом, ловите жаркие летние дни, отдыхайте, занимайтесь активным отдыхом, смотрите «Испытано на себе». Испытано на себе.